Алейкум, приветствуем всех. Аят Машвоид. Алейкум салам, всем привет. Дорогой Луи. Амин, амин. Сегодня 14 июня 2025 года, 19 часов 3 минуты по центральноевропейскому времени и 20 часов 3 минуты по городу Джахару. Сегодняшний наш очередной стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 132-й стрим сегодняшний. Ближневосточная война на фоне глобального кризиса. Так сегодняшний стрим наш назван. И с нами постоянный ведущий нашей программы сегодняшней Аят Дидигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и представитель единственного легитимного органа власти чеченского народа, чеченского государства. Аят Машволь, и сразу тебе передаю слово. Маршал Дели Хульмасера Баркол. Тохан Вайнохчи Маттахью. Я суббот до Недраска Маттахью. Так. Да. Значит, всех приветствую, кто здесь присутствует. И на телеграм-канале, и здесь на ютубе. И тема, которая сейчас задана, она очень важна, поскольку в мире сейчас происходят такие события, которые всех нас волнуют. Ну, на фоне, так сказать, глобального кризиса речь шла о том, что Ближневосточная война, и что это за война. В принципе, можно понять, глобальный кризис в том заключается, что современный мир – это мир, где, значит, страны находятся созданы на основе современного международного права, утверждены как государство после Второй мировой войны. И те принципы, которые заложены в это современное международное право, сегодня некоторые страны не хотят следовать им. Это страны те, которые, значит, в основном это страны, которые диктаторские режимы, власть которых избирает народ, где они не демократические, там нет свободы слова, личности, и там проблема в том, что они всячески объединяются и пытаются в этом мире установить именно свои режимы и отказываться от современного международного права. К этому относятся, конечно, те страны, которые мы с вами знаем. Это диктаторские режимы, значит, юга, так скажем. Это диктаторские режимы, значит, Россия, Иран, ну и, скажем, Китай и так далее, их перечислять много. В принципе, они согласны с тем, что они готовы соблюдать права человека, свободу личности. Они согласны с тем, что все, что в мире происходит, должно соблюдаться, значит, по естественному праву. Человек, который создан Всевышним, как вот сказано. Но в то же время они отказываются. Это хитрость, когда они сидят во власти и постоянно вот эту вот свою пропаганду, свою, значит, смену власти всегда готовят себе замену. А народ в этих странах не может решить проблему тем, чтобы избрать свое, скажем, руководство страны. Не могут. И сейчас мы знаем, что после Второй мировой войны такие страны четко обозначились, которые я говорил. И в то же время, наряду с этим, те страны, демократические страны, которые образовались, я имею в виду западные страны, там Америка, Канада и другие страны, в них тоже вот этот процесс демократизации, демократии, это не есть постоянно. Это демократия, это не постоянная величина, она постоянно вот как бы, значит, базируется на том, что избрание власти и жизнь, которая должна происходить, скажем, в этих странах, каждой личности,
это зависит от народа. И в этих делах тоже споры идут разные. Одни так говорят, другие так говорят. Бывает даже, что вот если на выбор в некоторых странах, на выборы приходит меньше половины населения, и здесь из них, если больше половины из половины идет, то эта власть избирается. То есть, конечно, здесь есть тоже поле тому, чтобы можно было бы действовать, и говорит о том, что можно здесь как-то более жестко или более определенно решать вот эту проблему, которая, значит, порой не совсем кажется нам с вами логически верно. Но, несмотря на это, сейчас идут глобальные такие дела, и основным, значит, скажем, лидером в этом направлении последние годы, даже после Второй мировой войны, были страны, европейские страны и страны, значит, Америки, Северная Америка, имеется США. Что же происходит сейчас? Вот сейчас кульминационный момент с 90-го года после развала Советского Союза. Вот такой момент случился, что Советский Союз, который был разрушен изнутри, и те государства, которые входили в состав этого Советского Союза, это были республики, имеющие свои конституции, имеющие свое, значит, правительство, все как надо, но они не были членами Организации Объединенных Наций. После развала Советского Союза они имели право на свою государственность. То есть они должны были решить вопрос о наполнении атрибутикой, я все время это повторяю, всего своего государства, как это положено в праве. Некоторые страны, вот 3 страны из Советского Союза, которые вышли Балтийские, они стали по признанию Советского Союза независимыми государствами. И после этого оставшиеся из 35 государств, 32 государства, эти государства, в принципе, не все смогли решить вопрос о создании своего государства в тот момент. И этому процессу противодействовала Российская империя, ну и некоторые из этих стран, которые тогда вышли из Советского Союза, не позволяя некоторым народам создать свое государство. Чеченское государство было создано в рамках современного права, как и все. Теперь это Российская Федерация России, которая стала, значит, государством и заявив об этом 31 марта 1992 года, она начала, значит, такую агрессивную политику после развала. Именно эти руководцы, это СССР инициировал, в принципе, развал Советского Союза. Потом они начали, значит, процесс по воссозданию этой империи в тех пределах, которые, значит, была эта страна, и не только это. Поэтому сейчас Советский Союз, Россия начал вот эти процессы, и она пошла войну на нашу страну, Чеченскую республику, которая потом была переименована в Чеченскую республику Ичкерия. Потом она, значит, пошла на войну на Грузию, на Украину, потом снова, значит, сейчас 22-го снова на Украину. Вот так развернулась вот эта борьба двух систем, так скажем. Система одна, но должно было быть так, чтобы эти страны, все, которые, когда они создавали свое государство, говорили о том, что они готовы, значит, соблюдать свободу личности, что они готовы, значит, предоставить личности все права. Этого не случилось, и поэтому сейчас вот это противостояние идет. Конечно, и даже демократические страны тоже между собой соревнуются, у них тоже, значит, вопрос за ресурсы, вопрос за политику, у них тоже это есть, но это другая совсем, как говорится, сторона вопроса, и поэтому мы видим, что сегодня объединились такие страны, как диктаторская, как РСФСР, которая потом, значит, преобразовалась объединением с другими некоторыми республиками бывшего Советского Союза в Российскую Федерацию, Россию, значит, Северная Корея, Иран.
Ну и, так скажем, вот эти южные страны, которые еще находятся, так скажем, на таком переходном периоде. Переходном периоде. И вот всю историю, если мы будем сейчас говорить, она достаточно длинная, но вот скажем о том, что 7 октября Хамас, это организация Хамас, которая подведомственна России, подведомственна, значит, Ирану. Ну и, естественно, они друзья, давным-давно все это известно. Они напали на Израиль, и там убили много людей, молодых захватили. И вот началась вот в последнее время вот эта схватка на Ближнем Востоке. Примечательно, что это было сделано в тот период, когда развернута шла война против Украины со стороны Российской Федерации, России. И это вот эта их атака, она как нельзя лучше способствовала тому, чтобы Россия в этом вопросе имела какие-то шансы для того, чтобы значит, иметь успех в войне против захвата Украины. Поэтому мы не могли с этим согласиться. Я имею в виду Чеченскую республику Ичкерия, наше правительство, которое находится в экзиле на зарубежье, и чеченский народ. Несмотря на то, что эти люди исповедуют, как говорится, ислам. И наш народ тоже исповедует ислам, но несмотря на это, мы не могли поддержать это. И выразили свое, значит, сожаление, что вот такое вот там происходит. После этого была атака, скажем, со стороны Израиля, который имел право на обратное, как говорится, на защиту, удар. Но потом все же Израиль, вот по всем данным, которые есть, Израиль начал свои атаки на Палестину, на ту часть территории, где находились эти хамасовцы, и стала убивать людей, мирных людей, бомбить их, убивать. И с этим мы тоже не можем, мирное население не должно страдать. Вот такая ситуация, и, естественно, за всем этим напрямую, в большей степени за всем этим Хамасом все стоял этот Иран. Иран и Израиль давно враждуют между собой, история их вражды известна. Израиль и Иран еще до, значит, прихода вот этих, скажем, исламских революционеров, которые сегодня у власти, там был шах Пехлеви, и этот шах и Израиль, они были большими друзьями в то время, но после этого вот эта вражда началась, и там все время такая напряженная ситуация. Теперь, после того, как Иран пытается приобрести свое атомное вооружение, и когда за этим следит МАГАТЭ, и все в мире запретили создавать атомное вооружение. И несмотря на это, Иран, видя свое положение, хочет доминировать в этом на Ближнем Востоке. И в этом смысле, значит, получается, что он не соблюдает те принципы, которые были, скажем, заложены международным сообществом, и который создан МАГАТЭ, и они были уже на выходе, как утверждает МАГАТЭ, они уже были на выходе по созданию атомной бомбы. То есть они могли уже создать бомбу, и предупреждая обо всем этом, значит, Запад, я имею в виду Америка, вела переговоры с Ираном по той части, в которой они хотели ее мирным способом, как говорится, остановить вот это развитие и создание атомной бомбы, которая Иран потом собирался, как они сказали, направить на Израиль, чтобы уничтожить это государство. И несмотря на это, то, что Америка, Трамп, они собирались вести переговоры, значит, Израиль ударил вот на днях, вот дня 2 назад, 3, ударил по Ирану, убил почти всех их руководцев, этих военных руководителей, которые занимаются атомным оружием, убил, значит, ученых,
и там навредил им какие-то мощные повреждения делал. Видимо, это как-то вот было неожиданно для всех. Даже американцы заявили, что мы с ними вместе не согласовывали. Мы знали, что они пытаются это сделать, но мы не одобряли. Так вот стоит вопрос и в Организации Объединенных Наций, стоит вопрос на международной арене. Разные страны, руководители высказываются по этому поводу, о том, что значит, вот такая ситуация может сейчас разгореться. Иран, конечно, ударил по Израилю, он запустил там ракеты, 100 ракет вот вчера ночью, из них часть все же попала, есть убитые, есть раненые, то есть Иран послал эти ракеты, и Израиль все же не смог все, что они послали, как говорится, остановить или сбить. То есть вот такая напряженная ситуация, и сейчас возможно, что там вспыхнет военный конфликт. Но если с точки зрения того, что происходит в мире вот после 22 года войны, атаки со стороны, скажем, со стороны России против Украины, то это как раз-таки сегодня этот момент идет в пользу Кремля, который пытается захватить Украину, раздробить ее, захватить ее. И это как раз-таки в пользу Кремля и против Украины. Это против нашей страны, которая оккупирована, это против других стран, которые в мире являются демократическими. Исходя из этого, мы рассуждаем и считаем, что этот вопрос, который там возник сейчас, это возник не без, как говорится, помощи Кремля, который подпитывал, конечно же, Иран для того, что вот они вот должны были на выходе сделать первую бомбу. Вот это все произошло, и это все нагнетание, вот эта их дружба привела к тому, что в конечном итоге, хотя Израиль тоже здесь, может быть, поторопился, там их руководцы и ударили, но они утверждают, что вот есть решение МАГАТЭ, вот решение, которое они видят, что МАГАТЭ следит же за тем, что они делают, готовы ли они, значит, к мирному, перейти к мирному использованию атомной силы. А они определили, что МАГАТЭ утверждает, что они в 40 раз превзошли тот уровень, значит, который необходим для создания мирного, скажем, атомного использования. 40 раз превзошли и подходили к атомной бомбе. И поэтому, видимо, опасаясь вот этого, Израиль ударил по Ирану, Иран ударил назад, и вот эта напряженность сейчас стоит. Мы считаем, что, вот, я имею в виду от имени президиума нашего государства, которое оккупировано, что эти диктаторские режимы и иранский, и, скажем, Северная Корея, и Россия, они ведут работу, которая направлена для того, чтобы значит, захватить верховенство в международном сообществе, и чтобы, значит, современное международное право было, значит, скинуто с пьедестала, и современное международное право вместо него, значит, создать какое-то другое право, которое выгодно этим диктаторским режимам. Можно ли это позволить или нет? Вот вопрос в чем. Конечно, это нельзя позволять, кто бы это ни был. Поэтому нарушения есть с любых сторон. И те страны мира, которые, ведущие большие страны мира, которые должны это разрешать, они обязаны этого разрешить. И в этом наша позиция. Мы поддерживаем вот такую линию. А позиция в том, что решить необходимо, чтобы мирно все это решать. Это вопрос, который должен решаться на международной арене, ООН, международной организации и главы больших государств. Хотя они заявление уже это сделали, призвали к миру, и все такое, ООН сделали, и другие все делают это, но напряжение сегодня вот такое. Вот в чем вся проблема, Аслан. Спасибо, Аят. Аят, вот
Вы сейчас говорили то, что Россия помогает Ирану, там и известно, не секрет, что они строили там вот эти атомные электростанции для них, там, ну, для мирного урана, там, обогащение происходило, определенный процент там как-то это все делалось. Но может ли быть так, что Россия передала, например, ядерное оружие Ирану непосредственно? Может ли, например, мир контролировать все 5,5, как говорят некоторые, тысяч российских боеголовок? И может ли у Ирана оказаться ядерное оружие? Но теоретически, в принципе, это возможно, но за этим очень строго следят же и МАГАТЭ, и остальные страны мира. Сейчас разведка, она сильная. Собственно говоря, они могут любого там проследить, что делать, говорят, все. Везде это как бы, значит, но насколько вот показывает вот ситуация, вряд ли сейчас это случилось. И если бы это случилось бы, мир об этом знал бы, и Израиль об этом заявил бы тоже. Я думаю, что, в принципе, теоретически могут. Они же заявили, Россия же заявила, что она передала атомные бомбы Белоруссии. Там какие-то у Мгм. нас склады. Это все и могла бы и им передать. Но, видимо, там какой-то другой момент, что сейчас они сами хотели. Иран в какой-то степени самостоятельно действующая страна. Это же не Белоруссия, она же более, так сказать, определенная там цель имеет, чем Беларусь. Хотя они, конечно, единомышленники в той позиции, которую мы сегодня вот с вами говорим. Так мне кажется. Аят, вот тоже важный такой момент, когда 7 октября 23 года Хамас совершил вот это нападение на Израиль и захватил около 250 заложников и убил около 1200 человек. А, да, Иран тоже как бы стоит и за Хизбаллой большей части, и за Хамас больше Россия стоит. У России есть ядерное оружие, и почему нападение, ну, ответ пришелся не России, и вообще израильские руководители пытаются, некоторые вначале говорили о России, что за этим Россия стоит, и она понесет ответственность, но сейчас все больше только про Иран говорят, как будто Россия, и как будто она там не участвует. Даже я читаю какие-то разные аналитические статьи, в том числе и израильтян некоторых, и они как бы, ну, стороной обходят Россию. Почему Иран, а не Россия, у которой уже есть ядерное оружие, которое больше за Хамас, как известно, когда в 2006 году, 2005 году избрали Халида Машаля лидером вот этого сектора Газа, он первым делом полетел именно в Москву, не в Тегеран, а в Москву за инструкциями, видимо, и за деньгами. Почему Израиль обходит Россию и вот больше акцентирует внимание на Иране? Как вы думаете? Израиль понимает, что основным, значит, ведущим в этой тройке есть Кремль, так? И Мгм. понимает, что руками, собственно говоря, Ирана вот это все делается, Мгм. хотя и Россия сама все это делает, она еще был будучи Советский Союз, когда был, тогда Мгм. тоже они вели эту политику. Вот поэтому, скорее всего, ведь то, что Иран производит, пытается создать свои атомные боеголовки, так скажем, да, это известно очень давно. И раз даже если это известно, и вот это все происходит, они вот-вот пытались сделать, и не без помощи, мы это предполагаем теоретически, не без помощи, потому что они сколько им дают эти свои шахеды, они взаимодействуют, ездят туда-сюда, общаются, ну, Мгм. эти три страны. Кроме этого, есть и другие страны, которые, так сказать, не впрямую, но тоже как бы пытаются содействовать этой империи, Российской империи. Мгм. Ну, в принципе, отвечая на твой вопрос, в принципе, они могли бы передать им. Тогда это уже было бы, значит, Россия, видимо, не решилась на такой шаг пойти, она еще пока не готова, я так думаю.
Мгм. То есть они вот говорят, вы делаете, там посмотрим. То есть они, когда сделал метод тык, проверить, что будет делать остальной мир, если они сделают. Они не ожидали, наверное, удара со стороны Израиля. Израиль, несмотря ни на что, видимо, значит, самостоятельно принял такое решение, вот по данным, которые мы видим, Мгм. и ударил по Ирану. Они и раньше это делали, помнишь, где-то года 2 назад, кажется, они Да. тогда убивали их руководителей военных, тех таких же, вот, которые занимались этими делами. А сейчас вот такая ситуация тоже вот повторяется снова. То есть Израиль считает, что если Иран приобретет это оружие, то первая бомба, мол, будет сразу направлена на Израиль. Они так и иранцы и заявили, говорят, делают такие заявления, хотя я не слышал это, но такое идет вот объяснение, и вот в комментариях некоторые, значит, политики об этом говорят. Ну, Мгм. такая, наверное, позиция. Здесь, когда вот это они все делают, они э, оптимально все это взвешивают и делают. Израиль в этом вопросе сейчас вот, оказался как бы одинок принять это решение. А теперь, когда он принял это решение и идет обратный ход, то он все равно не остается одиноким. Ему, значит, Запад и Америка как бы будут помогать. Вот недавно было сказано, еще президент Зеленский говорил о том, что то оружие, которое обещали Украине, было передано Израилю. Вот было такое недавно. Мгм. Так что здесь вот такие вот могут быть варианты. Мгм. А почему вот Соединенные Штаты, вот, в частности, госсекретарь Марко Рубио заявил, что мы никакого отношения не имеем, ну вот как бы мы не стреляли, ну, помогали, прикрывали то, что уже Иран ответ стрелял, но сами не в этом не участвуем. Зачем Америка вот так это громко, демонстративно заявляет? Не оставляет ли она вот Израиль один на один с этой войной, с этой проблемой в таком случае? Я не думаю, что это так, потому что сейчас-то, после того, как Израиль ударил, они помогают ему, все равно помогают. Мгм. Без их разведки, без их оружия, которое они дали, без снарядов. Они требуют у них, у Соединенных Штатов Америки просят о специальную атомную бомбу или бомбу, не атомную, которая может достать на глубину, где находятся вот эти все, скажем, ангары, на глубине 80 метров, говорят. Представляете, под горами, где-то там они создали около 40 таких вот баз крупных, Иран создал. И он активно вот шел к тому, чтобы вот на днях чуть ли должна быть вот эта бомба создана. И МАГАТЭ об этом заявила. То есть ситуация могла быть еще более хуже, но мы не знаем, это теоретически они говорят, мы не знаем на самом деле, как дело происходит. Нам приходится верить в МАГАТЭ, нам приходится верить тому, что необходимо, что там должен быть установлен мир, там должно быть, как говорится, отношение такое, чтобы установить мир, и чтобы там эти народы или эти страны мирно жили. Это решение должны принимать те большие государства, которые на этом пятачке разыгрывают свою политику. Они там, значит, как бы, значит, на этом узле встречаются, и там вот они спорят, кто главнее, кто победит, не победит. Это очевидно. Вот что это есть. Мгм. Спасибо. Вот вчера или сегодня Путин заявил о том, что это как бы не приемлет эти удары, не одобряет Израиль то, что нанес по Ирану и так далее. А, Почему это вообще выгодно? Вот здесь вопрос, кстати, я его адресую вам от Элькина. Эта эскалация в Иране выгодна для России или нет? Как вы считаете? Здесь вот эта ситуация выгода России, только Вы- России, потому что в основном идет война, идет, это как бы, значит, один из очагов, который расширяется, фронт
где Россия здесь меньше, значит, должна беспокоиться о том, что Запад будет давать вооружение и помогать, скажем, Украине. Да, да, да. Конечно же, это выгодно, то, что там происходит, выгодно России. Поэтому сказал, не одобряет там, все такое. Он что-то должен был сказать, правильно? Он же не Конечно. сказал, что не одобряет, что Иран там готовит атомные бомбы создавать. Он не сказал, он не осудил это. А вот то, что Израиль, он это осудил. Вот это видно здесь. Ну, в любом случае, сейчас и цены на нефть немножко подросли, и театр боевых действий новый, если это будет расширяться и углубляться, появился новый. России выгодно в любом случае это получается. Разумеется, все это так. И в целом мы должны смотреть с глобальной точки зрения, кому это выгодно, что будет. Сейчас все внимание, скажем, на данный момент отвлечено, скажем, на этот конфликт, который создается здесь, Израиль, скажем, и теперь эти страны, арабские, другие, которые тоже стоят на стороне Израиля, некоторые, они не любят Иран, они это шииты, сунниты, они готовы, значит, тихо сидят и тоже готовы, чтобы Иран был, как говорится, повержен. Тоже у них это есть. И они не любят Иран. Потому что Иран, вот такая вот у них расхождение, скажем, по принципу религиозному. Хотя в самом-то корне-то лежит не столько это, а лежит вот это экономическое процветание. Иран очень богата природными ресурсами, всем этим мы знаем. Она уже сколько лет, 40 или 50 находится у нее санкции, не может продавать, и все такое, нефть и газ. Газ особенно много, и нефть тоже. Вот такая ситуация. Ясно. Это еще один такой вопрос, на который, наблюдая вот вчерашние удары по обмену ударов, скажем так, по Ирану, по Израилю, обратил на такую вот вещь внимание. За 3,5 широкомасштабные, уже 3,5 года войны в Украине, украинцы не били по Генштабу России, по Кремлю не били, по центру Москвы не били, по ФСБ не били. Били пару раз по пограничникам, которые тоже относятся к ФСБ, но по ФСБ не били. Тут же видно, что настоящие враги друг другу, целенаправленно, точечно хотят убить. Руководство бьют, что Иран ударил по генеральному штабу или около того. Потом Иран ударил еще, ну что у него долетело, по какому-то такому городку, видимо, там проживают, может, люди из правительства, из власти. Ну, такой хороший район, такой было видно, что хорошие дома. И точно так же Израиль бил изначально точечно, там в квартиру забивал, прямо в стену пробивал, там бил по ним. Почему Израиль видно, что бьет целенаправленно вот по руководству, чтобы нанести максимально урон, а Украине украинцы бьют по русским, а русские бьют по гражданскому населению? Почему вот такое происходит за 3,5 года? Понятно. Украинцев они хотят убить. Они хотят, чтобы именно через украинское население, через народ надавить на правительство Украины, и чтобы они отказались поддерживать эту власть украинскую. А здесь Израиль бьет именно по тем военным объектам, в основном, да, по промышленным объектам, которые может, чтобы не дать возможность стать в военном отношении страной, которая ударит по Израилю. Вот здесь разный подход в этом вопросе. Это еще, но это и в то же время, когда Израиль, вот мирное население, вот они вот сколько весь мир там протестовал, они по мирному населению тоже били. То есть это зависит от ситуации, которая складывается в данный момент. Поэтому им нужно было в первый раз ударить по тем, скажем, ключевым местам, которые бы Иран не смог произвести свое атомное оружие. Вот в этом причина. А что украинцы, значит, не получают вот эти удары прямо по, скажем,
тем местам, которые здесь Украина избивает их ракеты, все. Здесь тоже как-то, значит, конечно, они готовы были бы ударить, но здесь происходит такая политика, которая, ну, скажем, долгой войны. У Путина это он пытается тихо и долго идти, и чем больше будет идти война, тем больше Путин сидеть будет у власти. Тем больше, значит, население, которое находится у него там под пятой, грубо говоря, она будет поддерживать его и считать виновным во всем. Украинцев, там чеченцев, там грузин, ну и там евреи, всех будут считать виновным во всем. И они будут, значит, поддерживать Путина. Пусть даже нет нисколько и питания, все будет все меньше и меньше, но мы понимаем, о чем, какая ситуация в России складывается и складывалась всегда. Обладая колоссальными возможностями для того, чтобы население жило в достатке, больше там около 30 с лишним процентов населения ниже уровня, значит, пропитания живет, низший уровень. Так что здесь вот такие вот вопросы, с этим это связано. Ну, конкретно, и Израиль со временем, если эта война, как говорится, разойдется больше, там будут летать вот эти взаимные удары, я думаю, что эту войну сейчас они прекратят, остановят это все. Тоже, значит, и остальной мир, в ООН, и везде там выступают, сейчас они взялись, то есть они отвлекают внимание от вопроса русско-украинского вопроса, и что является сегодня в пользу именно Кремля. Хотя здесь тоже своя проблема, но все равно эти люди, с которыми сейчас Израиль сцепился, это враги, значит, Украины, враги тех демократических стран, которые хотят жить мирно и спокойно. Это враги Запада и другие. Это вот так надо расценивать. По большому счету мы должны на это вот так вот дать оценку такую. Спасибо. Напоминаю, друзья, сегодня у нас очередной стрим с Аятом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Вы можете задавать вопросы. У нас стрим идет на YouTube-канале здесь и в Telegram-канале на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И вы можете принять участие в нашем стриме, зайти, задавать вопросы. Давайте обсуждать, это очень важно, и это очень интересно. Так, вот по самой ситуации про Израиль и про вот палестинского арабского государства, которое, по всей видимости, никто никогда серьезно не желал создавать. Вот по нему хотел бы задать, Аят, вам вопросы. Потому что вижу, что нашу Чеченскую Республику, Ичкерия, временно оккупированную фашистской Россией, и другие некоторые российские провинции, которые лежат вокруг нас, ну, как бы хотят вроде бы некоторые акторы, в том числе в первую очередь Россия, создать из нас такую Палестину, вот эту арабскую, сектор Газа такой создать хотят. Вот как вы считаете, насколько правомерно утверждать, что Россия, Иран, Турция, часть арабских стран вели и ведут гибридную войну против Запада, используя палестинский, арабский вот этот фактор? Ну, я не понял, кажется, чем это связано с чеченским вопросом? Как это связано? Я неоднократно у себя в стримах это говорил. Я считаю, что сейчас этот проект сектор Газа или палестинский арабский вот этот анклав, этот проект закрывается. Мы уже видим, что это уже фактически закрытый проект. И для оказания давления России нужен новый инструмент. И мне кажется, вот поэтому я считаю, что у нас на Кавказе это происходит. Но я возвращаюсь к арабскому палестинскому государству, и хотел бы вот вас спросить,
вот это утверждение правомерно, что Россия, Иран, Турция и арабские страны, например, использовали, не хотели создания этого арабского палестинского государства, и просто этот фактор кто-то в разное время по-разному использовали. Ну, Россия, конечно же, является, мне кажется, основным бенефициаром всего этого. Ну, известно, что после вот Второй мировой войны это Израиль был создан. Дело в том, что на этой территории, которая называется Палестина, там жили, и евреи тоже там жили. Да. Арабов было больше, это известно. Мгм. И тогда, так как евреи, значит, давно хотели обрести свою, как говорится, родину и где-то там остановиться, и это вот Палестина, там по библейской или по исторической такое их толкование говорит о том, что на этой территории находилась раньше синагога, вот стена плача, мы знаем, да? Над ней построили там мусульманская, значит, мечеть, там еще что-то. Вот это место как бы является их, и они поэтому стремились туда. И там они стали, в общем, там было решено создать два государства, Палестину и Израиль. Но Израиль государство создал, а Палестины нет. И вот причина вот в том, что почему Палестина была, значит, не создана, а Израиль создан. В чем причина? Вот эта причина, есть такое решение, принято, значит, на высшем уровне международном ООН, то этот вопрос надо решать, и тогда, чтобы этот вопрос решился. Но здесь вот происходят разные другие противоречия. Израиль не хочет, чтобы была создана Палестина, а палестинское население и арабов, они хотят, они не признают Израиль. И вот на этом клочке земли, так скажем, они бьются. И вот уже сколько лет, почти 100 лет, можно сказать, ну 80 почти, да, они бьются, и никак вот постоянно вот это сражение идет. Мы видим, что этот вопрос, если они там решали, могли бы решить этот вопрос эти большие страны, придав им какие-нибудь там, значит, возможности с обеих сторон, так? Но так как, когда необходимо решить этот вопрос, и вопрос заключается в том, что вот это место, где вот создано по библейской, так сказать, теории или по Библии, или по другим там историческим фактам, ссылаться на это и говорить, что это так или не так, это вопрос, конечно, так, если так говорить, то можно, давайте вернемся на 1000 лет, на 1500, 2000 лет назад и будем разбирать вот эти все вопросы. Но сейчас мы знаем современное международное право, создано это государство в рамках современного международного права, и эти большие страны, скажем, Англия и другие, которые участвовали во Второй мировой войне с Советским Союзом, они должны были этот вопрос как-то привести, решить его так, не так, чтобы там постоянно был вот этот очаг напряженности. И если говорить, что этот вопрос может быть перенесен на нашу территорию, Чеченскую республику, на территории Чеченской Ичкерии оккупированной, и что там может быть вот создать вот такую напряженность, то мне кажется, это неверно, и мне кажется, это нет, потому что такого вот клубка, вот такого-то, значит, экономического, скажем, вот этого состояния или богатства там у нас нет. Хотя у нас нефть есть, газ есть и другие вот дела у нас есть. А там, вот где находятся вот это все, идут Катар, Кувейт, Иран, Ирак, и оттуда все, где идут это нефтеносные вот эти нефтепроводы, газопроводы, откуда идет вот питание для того, чтобы создать, скажем,
хорошие, значит, условия для того, чтобы конкурентоспособно, значит, продавать эту нефть или газ, конкурируя, скажем, с Россией, которая тоже с севера пытается все это продать Западу и в конечном итоге на этой основе диктовать свои условия. Вот эти два момента очень важны. Поэтому сама вот наша территория, с моей точки зрения, не может быть так вот обозначена для остального мира. У нас вопрос в том, что мы в рамках международного права создали свое государство, и это государство должно быть освобождено, как освобождены должны быть и те территории, которые захватила Россия, и мы должны там восстановить свою легитимную власть, несмотря на какие бы там ни были заявления разных деятелей, которые сегодня засылают сюда России, на Запад или самой России. Восстановив эту территорию, на этой территории твоего государства, там мы будем решать, как мы будем дальше жить. Но главное, что мы приняли решение, что наша страна, наше государство создано в рамках современного международного права, со всеми атрибутами создано строго в этой рамке, и никто не может, скажем, сейчас нам сказать, что это не так. Просто нас хотят уговорить те или иные страны или некоторые деятели, мол, вы не делаете этого. Это, значит, сторонники России пытаются нас в этом дело уговорить. Но вот есть люди, которые, увидев, что в нашем лице они не могут это видеть, разных людей сюда засылают, как будто они являются представителями легитимной нашей власти. На самом деле это не имеет никакой основы, и поэтому у них успеха в этом нет, потому что основа – это не то, что они придумывают, так? А основа – то, что реально было сделано. Поэтому сейчас говорить, что вот это палестинский вопрос, Израиль, арабский мир, что это будет как-то, этот участок, скажем, спора будет перенесен на территорию Северного Кавказа, мне кажется, не произойдет это. Может быть, поползновения какие-то, где-то Россия может что-то там, как говорится, организовать и все такое. Но это такого там у нас не будет. Ну если исходить из субъектности международной, то палестинская автономия или же тот же сектор Газа, они больше имели поддержки в мире, и Россия их поддерживала с правом вето, и страны, арабские страны, Лига арабских государств поддерживала, и все, и даже тут европейские страны, от Ирландии, Швеции, там и других государств поддерживали, в отличие от нас. Поэтому то, что мы провозгласили, это когда можно, как последние 30 лет весь мир игнорировал, просто дальше проигнорировать. Вот так, не кажется? Мы, Аслан, не только провозгласили, мы создали свое государство со всеми атрибутами государства, в котором были все, что необходимо для цели государства. Наше государство было признано в Грузии. Теперь, ты знаешь, Украина признала, что наша территория, наша высота оккупирована. А то, что его надо деоккупировать, это точно так же, как были балтийские государства захвачены Советским Союзом, а потом они должны были все это время их освободить, их территорию. Им удалось Советский Союз, когда в 90-м году признал их независимость государства, они восстановили свое государство. Таким образом, мы должны восстановить свое государство. А то, что там говорят, что мы заявили, мы не только заявили, мы создали свое государство. Это разные вещи, в отличие от того, чтобы заявить, там делать декларативное заявление. У нас было свое государство, правительство, кабинет министров, все структуры власти, значит, армия. Мы 5 раз на нас вторгалась Россия со своей армией, и 4-жды мы изгоняли эту армию со своей территории. У нас полноправное, значит, современное государство Чеченской Республики Ичкерия. Это мы должны различать это. Тогда это будет понятно с другими странами. И мы, как бы то ни было, эти страны тоже 50-60 лет боролись, и потом, в конце концов, как говорится, мы
они создали свое государство, они свое государство живут. Теперь все вопрос зависит от чего. Сейчас вопрос остановился не на нашей республике, не на наших странах, скажем, в Грузии и других, а остановился вот ключевой вопрос, это вот захват сегодня Украины. И если Украина и эти страны, скажем, вот эти диктаторские в этом вопросе будут успех, то это значит демократические страны и Запад, и все это, они, вот это современное международное право как бы должно рухнуть, что в принципе не должно произойти. Но когда рухнет вот этот диктаторский режим, это для нас откроется та возможность воссоздать свое государство, то есть восстановить свое государство. Поэтому мы это должны понимать и в этом направлении трудиться. А все те, которые сегодня называют себя разными представителями нашего народа или, значит, нашей властью, или на религиозной основе все это говорят, это все не имеет отношения к нашему государству, нашей, значит, декларации нашего народа, принятой в рамках международного права, и нашей конституции. Вот в чем дело. Это разные вещи. Поэтому мы должны вот на это делать акцент. Я полностью с вами согласен. Нужно работать, трудиться. К большому сожалению, немного людей делают эту работу, и даже представители нашей власти, которые не публичны, скажем так. И, конечно же, нужно работать. Ну, я имел в виду, что вот палестинская вот эта автономия или вот этот сектор Газа, они имели больше влияния, больше возможностей, чем даже мы. Например, у них была Россия, которая всегда прикрывала Иран. Россия, напомню, это страна с правом вето, постоянный член Совета Безопасности ООН. Лига арабских государств, которых финансировала, их даже сам Израиль финансировал, этот же сектор Газа, там и гуманитарку поставлял и так далее. У нас всего этого не было. Даже вот на нашем участке, в нашем регионе, скажем так, где главными акторами или же империями являются там Османская империя в прошлом, сегодня нынешняя Турецкая республика, Иран и главный на сегодняшний день, кто создает нам проблем, оккупировал нас, убивал нас, это Россия. И вот Россия, понятно, Россия враг, а вот Турция, Иран, эти государства, которые в какой-то степени у нас на Кавказе иранцы живут, и в нашей республике тоже присутствуют, и Турция, которая является мусульманской страной, они почему нас не признают, почему они нам, имея влияние, не оказывали такой, имея культурные связи, религиозные связи, не оказывали нам поддержки в том смысле, чтобы признать. Как вы считаете это? Ну, я задам тебе встречный вопрос. Почему эти страны не признали Палестину? Да, Они же очень хорошо. арабы, а Израиль-то, ведь государство признает не ООН и не другие, а страны разные признают. Почему Египет, потом Саудовская Аравия, это же Иран или другие там, называя себя арабством, почему они не признали, скажем, Я могу Палестину? ответить. Я могу ответить. Почему? Потому что и нас, и арабов Палестины, и Турция, и Иран рассматривают только лишь как инструмент. Они не собираются делать из нас полноправных себе политических субъектов, чтобы мы имели какие-то права в соответствии с международным правом. Вот, Используют. да, это может быть, я согласен с этим, но это не так на самом деле, нужно добавить здесь. Почему? Да, Дело в том, что значит, та политика, которая проводится, скажем, со стороны вот, Хамаса, так, Мгм. она направлена на то, чтобы, значит, созданное государство Израиль уничтожить. Да. Оно именно на это направлено, так? Мгм. И эта политика, которую они проводят, в принципе, как вот мы видим, мы, конечно, можем ошибаться, Иран полностью поддерживает, и за счет Ирана все это идет. Они понимают, что они хотят, чтобы там не существовало совершенно Израиля.
так? И Да, вот это противоречие, вот, о котором мы говорили, на этой основе вот это все происходит. Но нас же признала Грузия, нас признала, пусть оккупированная территория, Украина. А здесь идет постоянно вот эта борьба, вот эти споры. Почему? Вот нам там разобраться в этом деле и вникать туда, нам сюда не стоит, мне кажется, потому что мы просто за то, чтобы там был мир, и мирно, чтобы это было решено. Мы не хотим, чтобы израильтян убивали, не хотим, чтобы палестинцев убивали, арабские населения, которые находятся в этом регионе, скажем, ведь их же очень много стран там и народов, они могли бы этот вопрос как-то постараться решить, но пока что это не происходит. Здесь этот вопрос такой вот. То, что, допустим, у нас вот сделано, мы сделали то, что наш народ сделал то, что фактически, мы, скажем, в мире 5000 народов. Так? Из 5000 народов, мы говорили с тобой, только 200, скажем, государств в мире. А международно предсказано, что все народы имеют право на свое самоопределение, на свое государство, в принципе. Но как этот вопрос решить, если 5000 будет государств в мире? Поэтому сказано, что значит, никто не имеет права, значит, изменять границу существующих государств внешне, а изнутри могут, изнутри может сама страна может разрешить этим народам создать свое государство. И если в рамках, скажем, современного международного права какой-то народ в той или другой стране хочет создать свое государство, это нужно, в итоге, нужно разрешение этого государства, существующего на сегодняшний момент. Так вот, в этом ключе мы этот вопрос решили. Наш народ это решил. И теперь говорит, что вот это так они делают. Да, конечно, ты прав, если что они не обращают внимания, но они считают, что наша территория небольшая, что это просто может быть отложен. Но для нас-то, который народ, который тысячелетиями на этой планете живет, имеет глубокую историю, которая практически стирается отовсюду, и мы не можем сказать, кто мы, что мы. В конечном итоге наша история как бы затирается. Для нас важно восстановить наше государство, и чтобы мы потом развивались не для того, чтобы вести кем-то войну, а для того, чтобы мирно жить по соседству с другими странами. А раз мы такой вопрос решил наш народ, сумел это сделать, сейчас говорит о том, что кто-то нам помочь в этом деле должен, да? Это правда, но в первую очередь мы должны сами себе помочь в этом вопросе. А чтобы помочь сами себе, мы должны понять, что происходит среди нашего, сказать, населения, среди наших врагов, наших агентов влияния, мы должны это понять и сами решать это. Вот в этом ключе, вот для этого мы сейчас ведем эту передачу, мы рассказываем, что происходит, чтобы больше людей поняли. Наши люди не понимают всего этого, многие не понимают. Многие понимают. Они, значит, видят ситуацию, которая сейчас происходит, и в большом многие очень задумались, что это такое. Что мы могли бы сделать сейчас? А мы вот говорим, что наша задача именно встать на ту уровень, на то направление, которое мы приняли. Мы суверенное, независимое, демократическое государство. А раз мы создали, значит, мы значит, включаемся в семью тех государств, которые являются таковыми. Это западные страны, это страны, может быть, Азии, там, Япония, Южная Корея и другие страны, или это страны бывшего Советского Союза, тоже, скажем, демократические. Мы этот путь избрали, и мы это должны понимать. Только в этом направлении мы сможем себя сохранить и дальше, значит, в этом мире наше поколение продолжает развиваться. Вот в чем вопрос. Мы становимся примером для остальных народов, которые есть в составе там, других стран мира. Но это очень тяжелый процесс. Если это было
государство, то давно бы очень многие народы бы создали свои государства в мире. Их было бы не 200, скажем, ну не 5000, может быть, было бы 1500 государств. А это не происходит. И причина вот в этом. Аслан? Да, спасибо. Причина, на мой взгляд, она заключается в том, что сильные государства не Это делают не ничего. слышит тебя. Не слышишь, да? И у тебя фонит. Плохо слышно. Нету? А, сейчас слышно, да. Ходи. Да-да, сейчас слышно. Мне кажется, причина в том, что всего около 200 зарегистрированных в Организации Объединенных Наций, а не 1500 или не все 5000, именно потому, что вот эти сильные державы, мощные, богатые в финансовом, военном плане государства, и первые вот эти 5 государств, Китай, СССР, США, Великобритания, Франция, это те государства, которые без своей выгоды, личной выгоды для себя, не делают ничего, не поделили мир между собой, так это складывается. И всем остальным они просто, ну, как бы отказывают высокомерно, иногда лицемерно, иногда жестоко, просто отказывают. Все, у вас нет этого права. Например, взять наш случай. Мы имеем все основания, Советский Союз развалился, все стали независимыми, свободными государствами, но вот Россия первая вцепилась в нашу глотку. Вот из-за этого, чтобы не ссориться с Россией, ну, делают вид, что не замечают. И геноцид не замечают, и многолетнюю борьбу всего чеченского народа не замечают. Но смотри, Аслан, ты прав, они не замечают. Поэтому я же тебе и говорил, что мы в первую очередь должны сами признать свое государство, наш народ, наши люди. Если Ну, мы за мной сами не за него заживет, я бороться не признаю. будем, вот мы поэтому и ведем эту речь. Мы если Да. сами за него бороться не будем, сами не будем отстаивать, сами не будем в правильном направлении действовать в рамках современного права во всем мире, так, то это будет только усугублять наше положение. А когда эти страны, которые ты называешь, образумятся и решать эту проблему, это не приходится. Это думать не приходится. Конечно. Да. Поэтому мы ведем эту работу. Да, и Валерий, Да-да. И поэтому я хотел бы вас именно по Турции сегодня немножко поспрашивать, потому что этот вопрос для меня очень интересен. Потому что в Турции турецкий народ всегда очень хорошо к нам относился, турки нас всегда поддерживали. Но вот политика турецкой вот этой власти, она мне абсолютно не нравится. И поэтому после ослабления, которое как бы неизбежно произойдет, да, с фашистской Россией, как вы считаете, например, турецкая власть, турецкое государство заинтересованы, чтобы нас представить равными, да, к субъектам международного права, или же мы им интересны только лишь как инструмент. Как Россия нами пользуется, вот сейчас России очень удобно пользоваться там разными кадыровцами, там, пугать ими и так далее. Как вы считаете? Но как они, вот ты же видишь, вот страны в мире, если вот ситуация, я уверен, это она именно так и развернется, Россия будет вышвырнута из Украины, и ее действия будут осуждены, и будет международный трибунал тех, кто вот это все совершал. И в этом ключе будут рассмотрены и другие вопросы, и Грузии, и Молдовы, надеюсь, и нашу проблему, и проблему, скажем, Беларуси, так скажем, так? И вот после этого, когда это все случится, конечно, мы можем говорить о том, что мы созданы своим государством, и мы тогда будем думать, имея свое государство, может быть, мы тогда еще планировали создать Кавказский дом. Так? Это вопрос поднимали наши люди, наши руководители тогда. И если на Кавказе мы создадим вот эту, скажем, типа вот как Европейский Союз свою там коалицию, там, да,
то можно в этой системе жить и друг друга открыты все границы и другое там все. Как это будет? Сейчас только приходится гадать, и мы должны понимать, что мы вот в этом направлении двигались с самого начала. Но важно, чтобы мы сохранили, чтобы на своей территории мы могли бы свободно жить, развиваться, чтобы наш язык был, наша культура, наши традиции. Ну, в контексте того, что мы будем развиваться, конечно, как со всем остальным миром. Но понимаем, что мы не должны быть вычеркнуты из этого, скажем, мира, как будто несуществующий народ. Когда мы знаем, что только столько народов вот было вычеркнуто, и как будто их больше нет. Вот об этом идет речь, в принципе, а там уже дальше, как говорится, посмотрим, что будет. Главное вот это, что вот мы хотим, и мы, потому что наш народ создал это, и наши люди, и наша молодежь должны знать, что мы это создали, есть для всего этого, значит, основания есть документы, и те, которые хотят сегодня это современное международное право, как говорится, изничтожить, убрать и делать другое, оно напрямую против нашего государства, против нашего народа, которого создал свое государство. Вот о чем идет речь. Спасибо, Аят. На территории Кавказа, как я уже сказал, центром влияния, центром державы являются, как я уже сказал, Иран, Турция и Россия. Россия ослабевает. Иран тоже сейчас будет не очень активен, я так полагаю. И Турция, входящая в страну НАТО, очень мощно будет себя позиционировать, уже начинает позиционировать, как мы видим. И в этом случае есть возможность у нас заключения стратегических союзов, например. Например, я не согласен быть инструментом Турции, конечно, в руках, как и вы, я знаю, но я не против, чтобы мы были союзниками любых мощных государств, которые нам на взаимовыгодных условиях нам помогали. И такие, например, появляются, это США, Великобритания, где-то в Грузии, в Армении мы видим, там они активность какую-то, сейчас Грузию, правда, чуть-чуть оставили, а сейчас немножко на Армении акцент смещен. Но исторически, стратегически там находилась Турция. И она нам и культурно, и религиозно близка, в принципе. Как нам себя позиционировать, чтобы и Турция нам все-таки помогала, не так где-то словечко замолвила, а вот реально относилась, серьезно относилась. Либо же нам лучше сделать акцент и больше внимания переключить на США, Великобританию, на эти самые мощные страны на этой земле, которые тоже заинтересованы в Кавказе и хотели быть союзниками. Или же не быть ни с кем и быть независимым суверенным государством, а та страна Грузия, которую мы еще с Джохаром Дудаевым вы строили Кавказский дом. Эта Грузия, например, ну, очень даже проамериканская. Армения очень даже профранцузская и проамериканская. И эти страны с правом вето и постоянный член Совета Безопасности. Как нам быть, как вы думаете, власть чеченская? Асан, здесь я уже сказал об этом, что мы создали свое суверенное и независимое демократическое государство. Я помню. Со всеми странами, которые этот принцип придерживаются, мы будем союзниками, с ними мы будем вести диалоги, и мы открыты для этого. И мы писали, делали много раз заявлений, еще в бытность нашего первого президента, начиная еще здесь за границей, делали. И мы были в разных местах, к примеру, в частности, я был в многих местах, скажем, европейских политиков, там, во всех, там, ОБСЕ, Европарламент, другие и в разных, значит, правительствах, в Америке даже. И там об этом говорили. Но вот как ты говоришь, вопрос наш пока не решается, потому что есть более как бы глобальные вопросы. Они так говорят.
автономном режиме и все такое. Нас этот вопрос ждать, сидеть, когда, значит, мы будем вот это все испытывать и сидеть и ничего не делать. Нам нужно вместо этого объединяться самим в первую очередь. А с кем мы в этой ситуации, когда есть международное право, и которому вот эти большие страны присягали и сказали, что мы являемся вот такими государствами, мы заявляем, что мы тоже вот такое государство создали. И в этом плане нам нужна ваша, значит, поддержка, помощь, политическая там, или, скажем, материальная, моральная, и содействие признанию того, что мы создали государство, и по деоккупации нашей страны. Более того, там, значит, став вот этот вот в сторону тех вот, которые сегодня спорят там или здесь, в этом вопросе мы вот сейчас заявили о том, что я же сказал, что мы находимся на принципах, вот рассматриваем вот этот спор, скажем, на Ближнем Востоке, как спор между двумя, скажем, системами власти, которые находятся в современном международном праве. Одни диктаторские режимы, даже, значит, империи, другие, значит, демократические. Мы на стороне демократических государств, на стороне демократии, которая была признана и которая является, как бы, значит, оплотом и силой для развития, значит, производства и вовлечения в это производство свободную личность. Вот о чем речь идет. Поэтому мы конкретно сказать любой стране, мы вот с тобой, нам помоги, вот это говорить здесь не приходится, мы об этом заявляли, мы много раз делали эти заявления, и сейчас об этом тоже говорим, и дальше будем об этом говорить. Поэтому дело в том, что многие рассматривают, скажем, любую страну несколько иначе, которые особенно хотят стать сейчас государствами, или которые сейчас захвачены, на это внимание обращают. Многие люди, многие не понимают. Я напомню, что в мире есть около 40 государств, которые по своей территории меньше нашей, и которые по численности населения меньше нашей. И они являются членами Организации Объединенных Наций. Поэтому отстаивать свое право мы должны именно так. То есть мы находимся на тех принципах, которые приняты, на основе которых принята всеобщая декларация прав человека и международное право. Вот это наше заявление. А сейчас в этом споре, где-то, чтобы нас туда бросали или сюда бросали, наши добровольцы находятся в Украине, наши добровольцы могут находиться и в другой точке земного шара, а на уровне государства мы сегодня не имеем никакой договор с кем-то так, чтобы мы могли там с ними заключить договор и вместе, допустим, как даже вот эти большие государства, видишь, европейские, да, там же Америка, все, они так поддерживают, скажем, Украину, но никто с ними не заключает договор и не идет туда воевать. Вот такая ситуация сейчас складывается. И поэтому мы должны этого придерживаться. Я все понимаю, Аят. Я просто, знаете, что имею в виду? Мы, по большей части, чеченцы, Западом оставлены, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, но исходя из того, что я вижу, здесь анализирую, получаю некоторую информацию от своих подписчиков, то наш язык чеченский включен в турецкий язык. Вместе с Россией, Турция вкладывала деньги в строительство мечетей у нас очень сильно. Что вот мы такие очень религиозные, нам университеты никто не строил, заводы не строили, вот мечети нам очень нужны. Без них у нас все не хватает места молиться. И в этом смысле весь мир нас считает, как мы знаем, частью фашистской России. Я не знаю об этом. Допустим, я не знаю об этом. Почему? Потому что то, что ты говоришь, я нигде не слышал. То есть нигде не написано, что они включили нас туда. А как они могут включить нас туда, если мы, значит, совершенно другой язык, другая культура, религия одна. Они религии имеют разные народы, разные культуры имеют те или иные народы. А мы в этом смысле не являемся такими. Я об этом не знаю. Другое дело, что мы дружественно с ними отношения будем строить, будем хорошие, значит, экономические и политические отношения строить, мы готовы.
Вот мы же вот с Грузией, она христианская страна, мы с Мгм. ними дружим, они признали нас. Так что здесь вот этот вопрос ставить вот таким образом, что они нас приписывают. Нас могут к чему угодно приписать, но мы от этого не припишемся туда. У нас есть свой Хорошо. язык, своя территория, есть своя культура и своя цивилизация. Вот о чем речь. Да, я согласен полностью. Я не говорю, что я так считаю. Я говорю, что весь мир нас считает частью фашистской России. Ну, Нам если всем весь мир говорит, считает, где это решение такое принято, что весь мир считает чеченцев вас, скажем, ну, я вам могу предателями. показать свой паспорт немецкий, где указано, что я рожден в России, хотя я рожден в СССР. И здесь немцы выдают нам документы, и все утверждают, что мы Там россияне. написано, что ты турок, не написано ж. Нет, Нет? турок нет. Ну вот мне здесь человек писал, что в НАТО наш язык включен как бы в тюркскую группу языков. Ну, И это тоже нас беспокоит, но это вопрос такой, который, конечно, мы без внимания не оставим, но в то же время это не самый главный вопрос. Главный вопрос – это объединение наших усилий, наших людей, и работать в мире по деоккупации нашей страны и восстановлению ее. И, по крайней мере, я вижу, что в этом направлении мы действуем правильно, наши люди. Но нам нужно расширять вот это все, объединяться нужно. Оставить вот эти все обиды, разного рода, значит, заблуждения, все такое, объединяться. Те, которые есть на Западе люди, те, которые есть и в самой России, объединяться и понимать, что мы создали свое государство. Мы можем, если нам необходимо, потом скооперироваться. Конфедерацию может сделать, вот как я говорю, Кавказский дом, или другое. Но чтобы на нашей территории мы имели свою конституцию, свою, значит, скажем, культуру и свои, значит, язык и все такое. Вот о чем речь идет, чтобы могли свободно развиваться, и чтобы наши люди были наравне с другими людьми других стран, имели свою, значит, письменность, свое развитие, учение и все такое, я имею. Вот что нам нужно. А так, что они на нас будут так говорить, если... русские пишут, что вообще нас не было, что мы находимся в состоянии тромболизма, то есть 500-700 лет назад, что мы не народ, а что мы племена, они пишут. Так что, если они пишут везде и всюду об этом заявляют, мы же не становимся таким, мы создали свое государство на основе общенационального единства нашего народа. Мы все, которые, значит, находятся за границей, где угодно, по нашей, значит, конституции являемся гражданами Чеченской Республики, в каком бы уголке земного шара ты ни находился. У нас так записано в законе специально, в гражданстве. Так что такое дело, Аслан. Есть ясно. вопросы у нас какие-нибудь, Аслан? Если вы позволите, я бы закончил бы свой вопрос. Давай. Ага. Давай. Смотрите, я исхожу из своего наблюдения. Это может быть ошибочным, но вот у меня такое наблюдение, что нас считают частью фашистской России. Это отрицать, ну, как бы, это факт. Это все так считают, нас здесь принимают как россиян и так далее. И даже беженцев, которые сюда приходят. Также есть другие люди, которые не являются россиянами, которые являются противниками оккупации нашей страны и так далее. И вот эти люди автоматически, как исторически Турция на Кавказе имеет свое влияние, Америкой, Англией, другими игроками, участниками вот этого процесса глобального, оставлены мы как бы вот те, кто против России, оставлены как бы под Турцией. Именно с этим я связываю, что НАТО указывает наш язык уже как бы турецким, и Турция определенных людей, наших людей, она поддерживает в какой-то степени. И вот что я хочу сказать. Если Турция за все это время не признала нас, не поддержала как государство, не открыла посольство у себя, и все это время, ну, фактически она, на мой взгляд, и у меня есть основания это говорить,
вычищала отсюда, с Европы, нашу молодежь и помогала переправлять ее в Сирию, для, в том числе, своих интересов, для российских интересов и для турецких интересов. Турция могла просто закрыть границу и никого не пускать в Сирию. Но и таких моментов много, очень много. Те наши, кто были на Кавказе, наши разные сопротивления, получали российские паспорта, разные в Дагестане, разные такие проповедники, религиозные пропагандисты, их довозили до границы, в Турции их принимал и переправляла в Сирию кого-то. Сейчас в Украине, например, Ахмед Закаев, который незаконно, нелегитимно пытается представлять нашу власть, вокруг него тоже собираются люди, которые из Турции могут приехать в Украину, получить гражданство Украины и быть его там, вокруг его окружения. Вот эти вещи меня наталкивают на мысль, что Турция пытается в обход легитимной нашей власти, вас лично, президиума нашего правительства, пытается играть какую-то свою игру, какие-то свои действия делать. В связи с этим у меня возникает вот такое вот обоснованное возражение или протест, можно сказать, несогласие с тем, что происходит. И на Западе не хотят с нами иметь дело, например, потому что мы как будто все, кто против России, они, значит, находятся как бы это аккуратно сказать, в юрисдикции или в зоне ответственности, в зоне влияния Турции. И Турция никто не хочет, ни Англия, ни США, ни Израиль конфликтовать. И они смотрят на нас и говорят, ну вот, я хочу сказать, что у нас нету вот поддержки из Турции, и Запад нам не помогает, на мой взгляд, я могу ошибаться, на мой взгляд, что Запад нас не поддержит, потому что там есть Турция, решайте, ты против России, значит тебе должна помочь Турция, иди к Турции. Или это искусственно так сложилось, или это естественным путем, ну, выглядит это именно вот так. Вот что я хотел вам сказать. Аслан, я понял тебя. Мы повторяем одну и ту же, как говорится, линию. Я говорю, для того, чтобы... Для Турции мы кто? Для Турции вот 40-миллионные курды там, или там другие, там арабы, это они тоже не делают. А почему они для нас, да? Значит, мы должны сами себя, свой вопрос, если мы правильно решили, мы должны сами себя, свой вопрос стараться решить в мире таким образом, чтобы мы могли решить ее и сохранить свое государство, восстановить ее и сохранить свой народ. Вот о чем речь идет. Сохранить все, что у нас есть. А то, что там мы не можем, Турция же нам не дядя, и не отец, и другие страны тоже нет. Они все между собой сами спорят, сами хотят выжить. Они боятся, вот Турция может, там не то, что может, она боится, ее могут развалить на несколько частей. А она, значит, там, вот сколько там живет разных народов, они там очень много разных народов, так? И точно так же может и с любой другой страной произойти. Мы же знаем, Индия какая была большая, потом она распалась на Пакистан, Шри-Ланка, еще там на Коломбо, Цейлон, по-моему, а так. То есть вот это все может иначе произойти. И для нас, для нашего вопроса, им нет дела. Если мы сможем решить нашу проблему, скажем, самостоятельно, и решать ее будем строго в рамках международного права и грамотно, сдержанно, тогда мы сможем продвигаться дальше. Но первый шаг, самый основной, мы сделали. А это что? То, что я сказал. Мы создали свое государство в рамках современного международного права. Это самое важное. Создали их нам, как наш президент говорил первый, комар носа не подточит. Все мы сделали. Все те остальные действия, которые предпринимались, которые вот нам шьют, Россия и другие, там все это, там отклонение от Конституции, принятие каких новых конституций, принятие каких других шагов, или создание той или иного какого-то там объединения, Марата или других. Все это не имеет никакого отношения, потому что на основе решений нашего народа и декларации принята Конституция, в которой сказано, что все, что противоречит основе нашего государства, вот этого, которое мы создали, наш народ,
Оно не имеет юридической силы с того момента, как это решение быть кем бы то ни было принято. Ни парламентом, ни президентом, ни любой личностью политической. И не имеет юридической силы, не применяет судом и не обязывает граждан. Это у нас записано. Вот это вот, наша Конституция в этом смысле очень сильна, и поэтому мы придерживаемся этого вопроса. Поэтому мы должны это понимать, и наши люди должны понимать. То есть мы имеем все основания, как говорится, если захламился наш стол, как говорят, раз смести это все с стола и начать восстанавливать наши города именно с того момента, чтобы эти ошибки мы не совершали. Потому что ошибки, которые мы сейчас нам пытаются навязать, что вот мы сейчас создали государство, а потом вот эти люди, которых ты говоришь, мы сам создадим, значит, какое-то государство, говорят одни религиозные, другие говорят, мы создадим, значит, Эмират Кавказ, третьи говорят еще. Это они пусть создают, а откуда они создадут? Они ничего не могут создать, их никто в этом вопросе в мире не признает. У них нет в этом смысле, значит, силы и нет аргументов. А у нас, у нашего народа это есть. Вот поэтому нам нужно вот этого придерживаться. Вот что я хочу сказать. Мы об этом говорим, я понимаю, что ты беспокоишься об этом, поднимаешь этот вопрос. Но в первую очередь мы, именно сами, чеченцы, граждан нашей республики, какой бы они нации не были, должны сами понимать, что мы должны для этого прилагать те усилия именно в правильном направлении, как нужно. Правильное направление, это значит как? Не совершая какие-нибудь там вредные для нашего возвращения, скажем, и восстановления шаги, не поддаваясь никакой пропаганде ни России, ни других там разных врагов нашего государства. Придерживаться этой линии и объединять, разъяснять нашим людям, что это такое, как и с чем его едят, и куда надо идти, и как идти. Вот что нам нужно делать, и мы над этим работаем. Для этого мы создали массу, значит, привели документов, оснований, которые приняты, есть все документы, которые, где они правильно, где они неправильно, мы анализ все сделали. Для этого есть у нас написана масса статей, тоже в которых сказано вот. Для этого, значит, направлены наши письма о G20, вот мы направляли через солидарность, скажем, польскую тоже направляли, где мы говорили. Направляли эти письма и украинским, и другим государствам. Мы над этим работаем. Естественно, что было бы хорошо, если бы наши люди не подпадали под влияние разного рода, значит, самозванцев и разного рода шулеров, которые пытаются так или иначе сбить нас с толку и тем самым подвести ситуацию к тому, что мы являемся якобы частью России. А такие документы эти люди принимали. И они есть официально принятые, незаконные, и они не имеют никакой юридической силы. Вот это все наши люди не знают, многие. Они есть. Если кому это интересно, мы это предоставим с собой, покажем, что и как, и нам нужно действовать. А наша работа очень тяжелая, да. Нам никто не помогает, скажем, но в то же время у нас есть эти права, и эти права есть только у нас, у нашего народа и ее легитимной власти. От этого мы не должны отходить. Вот что я хочу сказать, Аслан. Так, спасибо, Баркалаев. Здесь Мухаммад задает вопрос, а это я тогда или удалил уже этот свой вопрос, мне кажется. Он удалил. У нас сейчас, как это, станет такая ситуация, понятие. Я согласен, Аят, конечно, что мы только сами можем, на самом деле, конечно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Когда мы воевали, когда мы оказывали сопротивление империи, которую, оказывается, так сильно боится весь мир, то мы сами это делали. Сами на свои плечи вы это делали. Наш народ это делал.
И, конечно же, мы сами это должны делать. Именно поэтому мы с вами проводим вот эти, я свои стримы, вы постоянно работаете, ваш президиум работает. Это все это нужно, необходимо, но когда у вас нет, у нас нет у всех ресурсов, когда некоторые игроки в этой политике, так сказать, а, вкладывают миллионы долларов, когда люди под чужим флагом выступают, работая на Россию, представляются ичкерийцами, там, имаратовцами, там, еще кем-то, то это очень сильно сбивает нас. Поэтому хотелось бы, чтобы была ясность с той стороной, с этой стороной. Грузия, например, нас признала, посольство она не открыла у себя. Украина нас признала, посольство и вот президиум не пригласило, а там какие-то люди, которые самозванцы, как вы их правильно называете, представляют и пытаются от имени чеченского народа говорить. И это все каждый день наши люди видят, понимаете? А мы можем сколько угодно говорить, мне могут доверять, вам могут доверять наши люди. Но если огромное количество какой-то имитации деятельности ведется, они где-то там в Украине встретились с депутатами, передали награду Зеленскому. Это чеченцы все фиксируют, обычные простые люди, которые смотрят и говорят, ну, они ведут какую-то работу, значит, нужно их поддержать. Они же тоже говорят, что не говорят за Россию. А вот эти юридические тонкости, где они там подписывали, изменяли фактически нашей стране, на выбору нашего народа, это не учитывается. Человек Ты неграмотный. говоришь, Аслан, не учитывается. Я имею в виду простыми людьми. Я спрашиваю тебя тогда, если вот было признание, скажем, которое сделало на том, что наша страна вот так и вот так, что она оккупирована, что геноцид, пусть они покажут документы, которые были рассмотрены в Раде и приняты. А это наши документы. Я знаю. Я об этом сам много раз говорил. Когда ты говоришь вот так вот, да, это не учитывается, это... Я же не Простым могу сейчас человеком. побежать и сказать за них, не могу им сказать, давайте, вы это делаете, вы не правы. Я не могу это говорить. Мы свою позицию им изложили. А это сейчас зависит от того, какова власть, какая ситуация в самой Украине. Но в главном вопросе они вопрос приняли правильно, и поэтому мы их поддерживаем. Если пока еще нет нашего там представительства, и это все, это вопрос уже как раз к ним. Мы к ним об этом писали, написали и президенту, написали и другим там людям, написали. И мы с ними еще до сих пор общаемся с некоторыми и говорим. Там посмотрим. Ну, Понимаешь? Я просто... Да, я имел в виду, не учитывается простым человеком, не очень грамотным, не очень осведомленным человеком. Просто я имел в виду это. Ну вот мы же там простому человеку пытаемся объяснить это все. Мы как раз для этого и находимся здесь, и с тобой ведем, и с другими. Но у нас другого, как говорится, возможности нету. Люди должны сами заинтересованы быть в этом вопросе, потому что ты знаешь, пропаганда какая только идет. Здесь пропаганда не только за то, что мы боремся. Здесь и другая пропаганда. Ты же видишь, посмотри в Европе, как, посмотри в России, как там, в других местах. Вообще все, мир как-то, значит, это меняется, что-то происходит. И в этой ситуации многие даже забывают все, о чем мы говорим. Но это молодежь, ее нужно в этом отношении, старшим их надо воспитывать, рассказывать надо, что и как, и почему. А иначе другого нету. Никто за нас, как ты говоришь, не придет, наши вопросы решать не будет никто. Мы, если этого хотим, мы это должны сделать сами. А наш народ это сделал уже. Теперь у них есть основания говорить, что вот это надо сделать. Ясно. Да, если вот тут разные комментарии есть, разные вопросы есть, вот мама тут повторяет, он снова повторил вопрос, я его зачитаю. Несмотря на многовековое сопротивление чеченского народа, трагедию черкесов чаще упоминают в мировых СМИ. С чем это связано, можете сказать? Вопрос такой, с чем? Такой вопрос задают. Потому что они больше работают, чем мы, получается. И все. Наверное, да. Но упоминается это еще
это они только находятся на стартовой площадке, а мы этот старт уже прошли. Вот в чем дело. Мы создали вот то, что я говорю. Вот надо вот это не путать. Они борются за восстановление своей государственности, восстановление, возвращение на землю свою. И притом их очень много в зарубежье, до 5 или 6 миллионов говорят, так? Ну, вот такая ситуация. Этот вопрос такой, который он мог, в общем, понять и сам. Но у меня такое мнение. Хорошо. Мы уже больше 1,5 часа в эфире. Я предлагаю завершить наш стрим, потому что больше вопросов я тут не вижу. В принципе, если вам есть что сказать, прошу. Ну, если вопросов нет, так что же, я сказал то, что я думаю, ответил и постарался на твои вопросы. Так что давай тогда в следующий раз, когда во вторник встретимся, накопят, пусть присылают тебе вопросы, к примеру, да? Да, Могут прислать тебе заранее вопрос, сказать сейчас, какие вопросы их интересуют, и мы на эти вопросы будем отвечать тоже. Но если заранее будем это знать, это хорошо. да. Вот так. Да, в связи с этим обращаюсь к нашим зрителям, всем, кто посмотрит, кто сейчас смотрит. Может, во время стрима у вас не возникли сразу вопросы. Вы можете под видео написать эти вопросы в комментариях под этим видео. И на следующем стриме я обязательно все вопросы, какие вы зададите, я обязательно их подготовлю и задам Аяду, и чтобы он отвечал. И потом, как обычно, также может принимать участие в стриме и писать в стриме. Поэтому, да, хорошая идея. ДРС вынул Аят. Да, Альберт Киёль. Всего самого хорошего, друзья. До Спасибо, до свидания. свидания всем, спасибо. До свидания.